Я продолжаю писать карту дня на 5 июля. Это у нас вторник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок я сейчас буду смотреть. Если вам нужны первые 6 знаков, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, у меня есть первая часть этого видео. Ссылочка на нее есть под этим видео в описании, да, если вы вниз прокручиваете, вы там найдете. Или вы можете также оставлять запрос в комментарии, писать: мне нужна первая часть, я вам буду оставлять, если вам не хочется искать. Так, смотрим весы. Теперь, что у весов будет 5 июля? Ага, так, хорошо. Весы. Я уже поняла. Весы 5 июля. Так, весы. Ну, у вас тут вообще был бардак, когда я мешала карты. Они категорически не хотели мешаться. Но это обозначает часто какую-то суету, суматоху, спешку, когда, вы знаете, все валится из рук, когда вот все как-то не впопад. По-другому не скажешь. Так, значит, смотрите, первое, что выпадает, это получение. Вы что-то будете получать. Сейчас посмотрим, что события подскажут еще. Но уже по картам видно, что день такой будет какой-то суетной. Плохое самочувствие или, возможно, посещение медучреждения. Возможно, вы в медучреждении получаете какую-то справку, какой-то документ, может быть. Беготня, знаете, вот беготня по больницам, по кабинетам. Деловая встреча еще может быть. Выбор, вы стоите перед выбором, колебания, или. Сложный выбор. Неприятность нельзя. Госучреждение. Это, кстати, может быть больница, например, если мы берем болезнь, то это может быть больница. Или же любое госучреждение, где вы получаете, например, документ. Да, то есть, а череп показывает, что столько много было беготни, что просто устали. Да, то есть череп, усталость, вымотанность. Застолье. Возможно, вечером еще будете что-то отмечать. Застолье. Угу. Еще есть общение с представителем закона власти. То есть общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Возможно, этот человек будет находиться в казенном доме. Угу. Так, смотрите, значит, получается у вас первое: получение документа, встреча, не очень хорошее самочувствие, да, или посещение медучреждения, посещение госучреждения, которое может быть медучреждением, колебания, сомнения, вы стоите перед выбором, какое-то мероприятие и общение с представителем закона власти в этот день. Опять же, да, я вам говорю, он будет точно иметь отношение к вот этому казенному дому. Возможно, это, например, врач, больница, да, и вы занимаетесь здоровьем, как вариант. Но это может быть и что-то другое. Это как пример, чтобы вы понимали, как вот их вместе компоновать можно. Так что весы, вот такой у вас действительно получается очень какой-то суетной день. Много, да, то есть встреча, мероприятие какое-то, много действий. Поэтому карты себя так и вели. Показывали, что вы будете очень как-то хаотичны. Так, хорошо, смотрим дальше. Скорпиончики. Покажите мне 5 июля, вторник, события дня для скорпионов.
Смотрим. Общение с представителем закона власти. Обман. Так что будьте осторожны. Да, еще и рыба подчеркивает. Говорит, будет какое-то скользкое предложение. И это точно обман. Да, то есть, видите, возможно, это предложение даже поступит от какого-то важного, влиятельного человека. Да, вот тебе кажется, что ну, он как бы не может обмануть, да, то есть такой серьезный человек, а вот видите, говорит, что да, может. Так что будьте осторожны очень. Змея. Общение с каким-то неприятным человеком, у которого длинный язык. Еще иногда проигрывается человек просто по году рождения змея, да, или по внешности. Так тоже иногда бывает. Какое-то мероприятие, застолье. Встреча. Может быть, просто встреча будет где-то в кафе, в ресторане, да, поэтому так вот выпадает. Угу, неприятность. Неприятность все-таки будет. Ну, тут как бы мы видим, да, что вот она уже выпала. Новость нельзя. Здесь нет карты, нет. Лебедя нельзя. Нет. И нет совпадений. Получается, у вас, смотрите, первое, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Дальше идет обман и скользкое предложение. Надо быть осторожными, да, то есть не соглашаться, хорошо подумать, взвесить, проверить, проконтролировать 100 раз. Потому что здесь вот то, что кажется очень заманчивым, да, что вот практически нам там чуть ли не даром отдают. Тут потом это бесплатный сыр в мышеловке. Дальше идет встреча с каким-то человеком, змеей, застолье, встреча. И еще неприятность, не знаю, то ли это еще одна неприятность будет, возможно, уже вот поздно вечером, то ли это просто карта мне показывает, что вот эта неприятность, рыба, да, то есть тут я не могу вам сказать, они вместе проиграются или по-разному. Но на всякий случай вот еще вечером можно тоже ожидать какую-то каку, да, так сказать. Поэтому, скорпиончики, да, день такой непростой, скажем так, надо быть постоянно начеку. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Так, сейчас секундочку паузу поставлю. Так, продолжаем писать. Стрельцы. События для вас. июля. Стрельцы, события дня, вторник. Солнышко, отличное настроение у вас точно будет во вторник, с утра. С утра отличное. Дальше сейчас посмотрим.
Мешок с деньгами. Какое-то событие, связанное с деньгами. Покупки, траты, переводы. Чаще как минус проигрывается. Да? То есть, когда деньги от нас наоборот уходят, они приходят. И время. Время, деньги. Так, смотрим теперь горизонтали. Нет. Нет. Шарики, новости хорошие. И смотрим вертикали. Здесь нет карты. Нет. 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 Нет, я не вижу по вертикали совпадений у вас. Получается, в этот день всего 4 события. Из них первое показывает, что у вас будет точно хорошее настроение. Вы получите какие-то классные новости. Какое-то событие будет связано с деньгами. Да, возможно, траты, покупки. Да, такой шопинг будет какой-то. И показывает, что вечером вам нужно следить за временем. Я не знаю почему, именно вот прям последнее событие, время, что-то у вас будет связано со временем. Вы будете или долго ждать, или наоборот куда-то торопиться, или ориентироваться на какое-то время, да, может быть у вас там, не знаю, какие-то занятия, да, или там спортзал, еще что-то, в общем, со временем может быть какая-то проблема, так что обратите на это внимание вечером. Ну, по крайней мере, так показывают карты, что может быть ситуация какая-то. Благодарю за внимание. Вам все рассказала. Перехожу теперь к козерожкам. Так, козероги. Смотрим события для вас. Приглашение у вас выпадает, первое событие. Вас могут куда-то позвать в этот день. Интимная связь также может быть. Ну, кому это актуально. Если это не актуально как интимная связь, тогда это может быть просто желание, да, подольше поспать, полежать, отдохнуть, ничего не хочется делать. Может так тоже быть. Верность. Все хорошо будет в личной жизни. Рядышком с интимной связью ложится. Змея. Встреча с каким-то человеком, у которого длинный язык злой. Да, может вас как-то ужалить, обидеть. Что-то такое едкое сказать. Общение с другом. Ну, я надеюсь, это у вас такой не друг такой, да, змея. Как говорят, змею пригрели на груди. И череп показывает либо плохое самочувствие, либо усталость, либо посещение медучреждения. Возможно, вечером вы будете здоровьем заниматься. Так. А может быть, после укуса этой змеи, да, то есть человек, скажем так, как энергетический вампир, высосал всю энергию, да, и вы себя можете просто плохо чувствовать, да, когда вот такая усталость какая-то, нет сил какая-то, вот может даже и так проигрываться. Деловое общение еще я вижу у вас тут. Так, и здесь нет. Смотрите, значит, у вас получается, у вас будет приглашение. В этот день вас куда-то пригласят. Будет интимная связь и все хорошо в личной жизни. Будет деловое общение, встреча с человеком-змеей, общение с друзьями и не очень хорошее самочувствие в конце дня. Или второй вариант – это посещение медучреждения. Если вы планировали куда-то идти, да, в этот день стоматология, лаборатория, не знаю, лаборатория уже не работает поздно, да, например, там поликлиника,
как вариант вечером, то тогда вот может проигрываться, показывать, что вы куда-то идете, да, в какое-то медучреждение, так тоже может показывать. Так что, козерожки, вот такая у меня для вас тут информация на вторник. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. Смотрим. 5 июля. События для водолеев. Покажите мне, пожалуйста. Семейная жизнь, то есть какое-то событие будет связано с детками. Цыплята показывают детей. Удача. Ага, и солнышко тут еще, смотрите. Ну, мне первая удача бросилась в глаза. То есть удача показывает, подкова показывает удачу, счастье, а солнышко показывает хорошее настроение. Поэтому тут, смотря что вы первое увидели, то у вас и проиграется. Болезнь – это плохое самочувствие или тема медучреждения, да, то есть когда мы идем в больницу, выпадает. Успех. И какой-то нерешенный вопрос. Не знаю, может быть, благодаря успеху получится решить, как вариант. Ну, конечно, лучше, если бы ножницы выпали. Ножницы, тогда бы я точно вам сказала, что решите. А по успеху, ну, 50 на 50. Ну, скорее 60 на 40, да, скорее вы решите, чем не решите, но не стопроцентная гарантия. Замок нельзя. Друг. Общение с друзьями будет в этот день. Так, здесь нет и здесь. Я не могу положить колокольчик, потому что, видите, у меня и эта карта зафиксирована, и эта. Поэтому нету, я не могу переложить. Хорошо, значит, смотрим. У вас получается, первое, у вас будет очень удачный день, то есть удача на вашей стороне, вам улыбнулась в этот день удача, 5 июля. У вас только выпала, по-моему, подкова. Дальше будет какое-то событие, связанное с детками. Могут быть не ваши, это могут быть ваши там племянники, крестники, ученики, как вариант. То есть вот какое-то событие будет с ними связано. Дальше тема здоровья, тема больницы будет актуальна, общение с друзьями, успех вам будет сопутствовать и какой-то нерешенный вопрос может быть, но есть вероятность благодаря успеху, что вы его решите, этот вопрос. Он может у вас уже давно тянуться. Цепь часто показывает, что мы уже много раз подходили к этому вопросу, и никак у нас не получалось. И вот в этот день благодаря успеху есть вероятность, что получится. Может быть, для вас это будет, ну, как бы подсказка, что надо еще раз попробовать в этот день. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу дальше я к рыбкам. Сейчас посмотрим, что рыбкам приготовил вторник. Так, 5 июля. Июля, рыбки, вторник. Покажите события дня.
интимная связь. Первое, что у вас выпадает. Друг, общение с друзьями. С друзьями, подружками. Так, новость нельзя. Солнышко, отличное настроение у вас тут выпадает. Хорошие новости. Возможно, хорошие новости вы услышите от друзей. Рядышком, видите, ложится. Все события, которые рядом, они часто вместе проигрываются. Дети, друзья, дети. Возможно, друзья придут с детьми, как вариант. То есть какое-то общение будет, вас будут объединять дети, друзья и вы, да, то есть какая-то компания такая вот. Скользкое дело. Скользкое дело — это обман. Так что смотрите. Мечи нельзя. Гости. Угу. Видите? В гостях будут дети и друзья. Не знаю, то ли вы пойдете, то ли к вам придут. Неприятность нельзя. Обман нельзя. И здесь нет совпадения. Значит, смотрите, у вас все хорошие, кроме рыбы. Да, то есть один минус у вас тут выпал. Значит, первая у вас выпала кровать. Да, показывает интимную связь. Или если вам это не актуально, тогда может просто показывать желание поваляться, полежать, поспать больше, да, поотдыхать. То есть ничего не делать. Дальше показывает хорошее настроение. Общение с друзьями, общение с детьми, да, в гости приходят или вы идете, хорошие новости. И вот тебе на один минус, да, это скользкая рыба выпала. Так что смотрите, будьте начеку, будьте готовы к тому, что кто-то может вас обмануть, да, то есть очень часто скользкое дело, я все время говорю, да, что это какое-то предложение, приглашение, да, то есть что-то вам такое заманчивое предлагают, очень хочется взять, да, сложно отказаться. Но часто это именно вот бесплатный сыр в мышеловке. Так что смотрите, будьте осторожны. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.